Как ты понимаешь себе поведение Казахстана на фоне войны с Украиной? На питерском форуме Токаев сказал, что Казахстан признает территориальную целостность Украины. Ну и вообще все его дальнейшее поведение, оно такое весьма либерально неожиданное, и как будто он не в ОДКБ с Россией. Кто-то этому прям очаровался, неожиданно, какой либеральный лидер. Но я слышал версии о том, что это договорняк с Путиным. Как ты это интерпретируешь? Я думаю, что это восстановление баланса. Ну, во-первых, Казахстан все-таки является чем-то неизменным, он может и по-другому как-то себя повести в другой ситуации. Но, как думаешь, советовался Путин с союзниками по ОДКБ? Уверен, что нет. Да, ну, видимо, даже, видимо, с Лукашенко, с территории которого в том числе происходило вторжение, Северный фронт, вот эту сторону Киев, скорее всего, он тоже не знал до последнего момента. Значит, как ты думаешь, вот лидер страны, который считает себя союзником и, в общем, довольно верным, ну, не или партнером, да, Москвы, как к этому должен относиться? Это как минимум повод высказать недовольство. Это раз. Второе. Он пригласил войска ОДКБ, ну, фактически российскую армию, в январе, чтобы решить вопрос, подавить бунт, ну, скажем так, взять под охрану некоторые государственные объекты. Это очень напугало Запад. Казахстан старался всегда проводить политику равновесную. Ну, чтобы не считаться, как Лукашенко, сателлитом Москвы. И когда ты приглашаешь российскую армию на свою территорию, естественно, ты этот баланс нарушаешь. И тебе нужно что-то сделать яркое, важное, чтобы все поняли, нет, многовекторность, открытость во все стороны, она сохраняется. Ну и третье, мы понимаем, очевидно, да, что периодически ультрапатриоты российские ставят вопрос, там, что Северный Казахстан – это юг Сибири, что Байконур – город русской славы, и чем мы вообще платим за космодром, который сами построили, ну вот это все, да. Там соотношение населения изменилось в пользу казахов очень сильно за период независимости, но по-прежнему есть там идеологи русского государства в этнических границах, которые считают, что там часть русского государства. Ну и Путин сам говорил, что, у него же тоже вот эта идея, что все эти государства придумал Ленин, да, он же говорил однажды по какому-то поводу на Валдае, что ли, не помню, что казахстанская государственность тоже создана Россией, там, Советским Союзом, но это их очень напрягает все. Что ты думаешь про Марию Захарову? Поначалу мне казалось это любопытным, да. Ну и, как бы, понимаете, дипломаты имеют право обмениваться пинками, да, и уколами. Ну, вот если мы посмотрим на стиль американских спикеров, как они отвечают журналистам,